Вы видите кадры советской хроники, сделанные 5 ноября 1934 года возле кинотеатра «Титан» в Ленинграде. В тот день здесь прошла премьера кинокартины братьев Васильевых «Чапаев». Ее успех превзошел самые смелые ожидания авторов. На первом же сеансе вся публика встала с мест и долго аплодировала. А уже за первый год проката фильм посмотрели 30 миллионов зрителей. Во всем Советском Союзе к моменту начала Великой Отечественной войны не было ни одного человека, который не видел бы Чапаева. А красный командир, погибший за 15 лет до премьеры фильма о самом себе, стал самой популярной личностью Советского Союза после «Отца народов». Но бешеную популярность фильма о Чапаеве нельзя объяснить только талантом его авторов. Ведь легендой Василий Чапаев, человек, который к 33 годам имел все мыслимые награды, стал еще при жизни. А его имя до сих пор известно каждому российскому ребенку. Вот в этом доме, в черте современного города Чебоксары, 9 февраля 1887 года в простой крестьянской семье родился, без преувеличения, самый знаменитый красный командир эпохи Гражданской войны. Невероятно, но шестой ребенок в семье Чапаевых, которого назвали Василием, родился недоношенным, 7-месячным. И родители не сомневались, маленький Вася, который вместо колыбели с легкостью помещался в отцовскую варежку, не выживет. Но, к их удивлению, мальчик окреп и вырос. О нем знает каждый школьник. Легендарному комдиву Красной Армии, известный чуваш в России. Про него слагают мифы и анекдоты. Каким он был на самом деле, знает Анна Попова. Где должен быть командир? Впереди, на лихом коне. Василий Чапаев – один из самых знаменитых и в то же время один из самых неизвестных героев Гражданской войны. Что в его биографии миф, а что правда, историки разбираются до сих пор. В народе о Чапаеве сложили десятки анекдотов. Когда в США поставили пьесу по книге Фурманова, поставили пьесу «Чапаев», и в рамках толерантности Чапаева и Петьку играют негры, артисты. И вот, в перерывах между боями, Петька задумчиво спрашивает Чапаева: Василий Иванович, будем мы все-таки когда-нибудь жить-то хорошо? Будет у нас, наступит светлая жизнь? Конечно, Петька, наступит, только сейчас всех белых перебьем и наступит. Когда в 1934 году на экраны страны вышел фильм братьев Васильевых «Чапаев», комдив в одночасье стал любимцем всего советского народа. Сталин посмотрел картину 35 раз, а когда создавался сценарий, вождь сам предложил образы нескольких ключевых персонажей, например, пулеметчицы Анки. Единственная женщина, которая была реально в частях Василия Ивановича, это была некая Мария, по-моему, Петрова, если я не ошибаюсь, фамилия, которая была вообще санитаром просто. Она была фельдшером. Вот. Никакими пулей из пулемета она не стреляла, и никакими этими романами с Петькой, так называемыми, никогда никаких вообще у нее не было. Вот эти все персонажи, Анка, вот эта пулеметчица, Петька, ординарец, это персонажи, которые выдумал Иосиф Виссарионович. Образ командира, мчащегося на коне, тоже кинематографический вымысел. Чапаев из-за тяжелого ранения не мог долго сидеть в седле. Сначала ездил на тачанке, а потом на американском автомобиле. Он один из первых красных командиров, кто использовал активно автомобиль. Сначала он ездил на одном автомобиле, потом у него был Паккард очень тяжелый. В конце концов он остановился, и можно только приветствовать его выбор. Это была жестянка Лиззи, Форд Т, развивавший по степи скорость 70 километров. Почему виртуозный военный стратег терпел поражение в делах сердечных, что помешало Чапаеву дожить до своего 33-летия, кто его предал и кто воскресил? Об этом вы узнаете из программы Алексея Хохлова «Секретные материалы». Анна Попова, Владимир Удачин, Мир-24. Тихо, граждане. Чапай думать будет. Положение крестьян в России до реформы 1861 года было очень тяжелым. Европейские монархи давно понимали, насколько неэффективен труд закабаленного человека,
и предоставляли крестьянам все больше прав. В России деревня оставалась далекой от города, неграмотной, не имели никаких прав. Они были имуществом помещиков. В России господствовал феодальный крепостнический строй. Росло крестьянское движение. И совсем не лишним будет вспомнить крестьянские войны под руководством Ивана Болотникова, под руководством Степана Разина, под руководством Емельяна Пугачева. Пугачевские 1773 год, 1775 годы. 1861 год. Царизм вынужден был отменить крепостное право. Происходившие в стране сдвиги в социально-экономической и общественно-политической жизни в той или иной мере охватывали и Чувашию. В крае промышленники-капиталисты широко развернули лесоразработки, на которых по найму работали чувашские крестьяне. Многие из них уходили в бурлаки и на другие заработки. Давай руку. Из книги нашего земляка Василия Филипповича Каховского. Вот с этой книжки. С вхождением в состав русского государства чуваши заняли всю территорию современной Чувашии, где завершился процесс формирования чувашской народности. Сложилась ее самобытная, материальная и духовная культура. В этом, прежде всего, заключается историческое значение присоединения чувашского народа к русскому государству. Русский народ своей высокой культурой оказал прогрессивное влияние на быт и культуру чувашского народа. С обогащением культуры чувашского народа под влиянием русской культуры в чувашский язык стали проникать русские слова. По исследованию до Великой Октябрьской социалистической революции в чувашский язык проникло до 500 русских слов. Из них наиболее распространены были слова, связанные с хозяйственной деятельностью и бытом. Проникновением в среду чувашей новых орудий, предметов, примеры кинжеле, кудель, гитре, ядро, пожал, пищаль. Все слова я не смогу перечислить, но здесь сказано до 500 слов. Также и названия одежды, обуви, головных уборов, пальто, шаловар, толоп, пинжак, пиджак, шлепке, шляпа, пушмак, башмак, калуш, калоши, ну и так далее. Проникновение русских слов происходило через административный аппарат, участие чувашей в русских войсках, массовое участие в революционных движениях, посылка на уральские заводы, рекрутские наборы, бурлачество, сезонные работы, русских отходников среди чувашей, набойщики, портные, кузнецы и так далее. Мне на протяжении многих лет пришлось работать по вахтам по стране. Это и в Якутии, и в Москве, Ленинградской области, за Уралом, в Заполярье, за Ухтой. И все чего-то строил. Бывало, вот так соберемся, вспомним Чапаева. И я говорил, Чапаев-то с Чуваши, он был чуваш, да попробуй докажи. Никто бы не поверил. И не верили. Для всех Василий Иванович Чапаев был своим, русским. Я взял себе за труд вспомнить историю Василия Ивановича Чапаева и всем рассказать. Ну, на основе документов, которые есть, сохранились.
Василий Иванович Чапаев – это наш чувашский гордость. Такой легендарный начдив, родился в городе Чебоксары, была в черте города деревня Будайка в 1887 году. Я это все помню. В школе нас хорошо учили. В мировой войне он стал полным кавалером ордена медали Георгия солдатской. 3 крестов. Да, это очень почетно. Дорос до унтер-офицера. Юрий Витальевич, а 4-я медаль была... И это у нас все эти награды его в нашем Чебоксарском музее имени Чапаева на улице Николаева, где памятник Чапаеву стоит в полном сохранности. И улицу назвали даже... Жил до 10 лет, потом они переехали. Был очень героической личностью, храбрым, не зря 3 георгиевских солдатских креста заслужил. Да, но при этом еще несколько раз был ранен. Но подвиги героические совершаются не без риска здоровья не получается, потому что зря Георгия не дают. Он, как христианский сын, когда вот Октябрьская революция волнения пошли, он в сторону большевиков стал. Он вступил в партию большевиков. В партию большевиков вступил вначале, да. Без этого ему доверили полк, потому что командирские навыки были. Потом вначале полком командовал. Ну, в 19 году уже ему доверили дивизию. 25-я Чапаевская дивизия, который освободил в Башкирии полностью, дошел до Оренбурга, но 25-го. И в 19 году так получилось, что он погиб. Погиб на реке Урал. Но мы, потомки его земляка нашего Василия Ивановича Чапаева, о нем помним и не забываем. Он по-настоящему был великий герой гражданской войны. В Чебоксарах ко дню Чувашской республики вышел в свет топонимический словарь Чувашии, автор Иван Дубанов, учитель географии Чебоксарской школы номер 38. Иван Степанович Дубанов – заслуженный учитель Чувашии, народный академик, действительный член Чувашской региональной организации Чувашской народной академии искусства, награжден почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации, медалью «За служение образованию», памятной медалью «300 лет Михаилу Васильевичу Ломоносову», медалью «За особые успехи в изучении родного края» имени Михайлова. Вы спросите меня, какая связь между Чапаевым и Иваном Степановичем Дубановым? Иван Степанович Дубанов создал фундаментальный труд «Топонимический словарь Чувашии», состоящий из 637 страниц, где обозначена родина, место рождения Василия Ивановича Чапаева. 26 февраля 2022 года состоялся съезд чувашских академиков. Вот в этот день он и подарил мне эту книгу. Но также прискорбием замечу, 31 декабря 2024 года Ивана Степановича Дубанова не стало.
У меня сегодня в гостях Анатолий Павлов. Анатолий Вениаминович, мы сегодня говорим о Василии Ивановиче Чапаеве, нашем легендарном ночдиве, герой гражданской войны Василий Иванович Чапаев. Точнее, вы были офицером, военнослужащим, и вам, я позволяю себе думать, знаете, о его судьбе и так далее, о жизни, о его, так сказать, драматических событиях, о его геройстве и так далее. Вам слово. Самое интересное, это в моей жизни произошло случай. Я служил в армии, служил в Венгрии, в штабе дивизии. И так получилось, что Василий Иванович Чапаев как-то вот в моей жизни какой-то след оставил. Почему я так говорю? И вот к нам пришел с штаба дивизии майор проверять нашу роту. И когда с нами сидел он и вопросы задавал, спрашивал, кто, откуда, как, про политику нашу тогдашнюю спрашивал. И так получилось, он спросил у меня, я откуда? Кто такой, откуда? Я сказал, я из Чувашии. Угу. Меня зовут Павлов. Я был тогда рядовым. Угу. И он так обрадовался. Как? Из Чувашии, Павлов, земляк Чапаева, говорит. Я вообще был растерян, не знал, что говорить. Он говорит, он сам про себя начал говорить. Я, говорит, служил в дивизии Чапаева. Эта дивизия находится на Украине. Там служат ребята из Чувашии. Я, говорит, поражаюсь, какие они добросовестные солдаты, служат хорошо. И вот получилось так, что он рассказывал нам про свою службу. Мы отвечали на вопросы, а он рассказывал. И в конце поставил мне 5 по подготовке. То есть по знаниям вашим? Да. И потом дальше. Он ушел командир роты. Все, мы сдали. Когда построение было на обед, командир роты построил роту и меня велел выйти из строя. И тогда перед всей ротой меня хвалил. Вот земляк Чапаева, вот как он служит, вы все должны так служить. И мне вот это все осталось в памяти до сих пор, я до сих пор вспоминаю, как мне помог Чапаев, не только мне, но всей роте. Ну, то есть мы должны гордиться именем и званием Чапаева. Да, мы не должны забывать, что мы земляки Чапаева. Я служил в штабе дивизии. Эта дивизия находилась в Венгрии, в городе Секеш-Фехервар. И я являлся адъютантом командира дивизии. И просто так туда на такую должность всех не ставят. Значит, я заслужил. В этом, может быть, и заслуга Василия Ивановича Чапаева. Да, молодцы, молодцы. В ходе работы над фильмом о Чапаеве в YouTube-канале я обнаружил полемику 2 оппонентов. Один из них вспомнил инаугурацию Дональда Трампа, где Дональд Фредерович размахивал шашкой по образу Василия Ивановича Чапаева, и это было сказано в негативном свете. И вот чем ответил его собеседник Гарри Юрий Табак, гражданин Америки, русского происхождения, капитан военно-морского флота Соединенных Штатов Америки. С тупым казаком, с Петькой, с Санкой, пулеметчицей. Вот эти анекдоты, которые шли про Чапаева. Почему про Чапаева? Что, других красных командиров не было? Правильно, не было. Не было красных командиров. Командиры были царские офицеры. Какие-то из них пошли в Белую гвардию, какие-то пошли в Красную. И воевали друг против друга, командовали. Но был один изумруд, или, как сказать, там,
может быть, чуть не обтесанный, но рожденный гениальный полководец. Да, его звали Василий Иванович Чапаев. Он наносил удары и разрабатывал такую тактику, которую мы даже изучаем в наших военных академиях. Почитайте про Чапаева. Человек, который ушел из академии Фрунзе, потому что ему там ничего научить не могли. Потому что он был не политичный, он был военный. Он был настоящий казак, он был рожденный полководец. Есть такие изумруды, они иногда появляются в мире. То есть люди, у которых, может быть, нет очень много образования, но они родились таковыми гениями. Вам не понять, я понимаю это очень, которые могли мыслить сами. А вы его сравниваете, что шашки наголо и пошел рубить. Нет, это был не Чапаев. Это не тот Чапаев, про которого мы знаем. А вот, Василий Иванович, мужики сомневаются, ты за большевиков, али за коммунистов? Чего? Это Чапаев, которому вам рассказали, напридумывали, сделали идиота из-за одного единственного талантливого красного командира, за которым шли бойцы, за которым доверяли. Если бы не Фурман, Чапаев бы вообще разбил всю Белую гвардию сам. Но вот эта вот политика, которая вмешивалась в него и так далее. Поэтому здесь вы здорово показали ваши глубокие знания, как вы много читаете в сравнении с Трампом, смеясь и сравнивая это с Василием Ивановичем Чапаевым, командаром Чапаевым. Дональд Трамп перенес своей предвыборной кампанией 3 покушения и едва чудом остался жив, когда пуля пробила ухо. Я благодарю Юрию Табах за его речь, и нам, россиянам, это позволяет шире взглянуть к тем далеким событиям великодержавной истории России. Шубашкар и Чебоксары произошли сами по себе. У каждого из них своя история, свое значение. Этноним Шубашкар состоит из 2 слов «шубаш» и «кар». «Кар» – укрепленное место, крепость. Когда мы говорим «Шубашкар», название финно-угорских городов: Йошкар, Ола, Сыктывкар, Кудымкар. Шубашкар, наверное, намного древнее, коль она созвучна финно-угорским названием. Василий Иванович Чапаев, выходец из крестьянской семьи, сын плотника. Его родители жили в деревне Будайка Чебоксарского уезда Симбирской губернии. Здесь Василий появился на свет 28 января или 9 февраля по новому стилю 1887 года. Василий рос в многодетной семье, был 6-м ребенком. Вскоре после его рождения семья перебралась в Самарскую губернию, в село Балаково Николаевского уезда. Дети Чапаевых были вынуждены бросить школу, которую они посещали в Будайке. Василий успел выучить только азбуку. Родственники Чапаева рассказали, что он родился в деревне Будайка Чебоксарского уезда Казанской губернии. Этой информацией заинтересовались местные журналисты, которым вскоре удалось обнаружить запись о рождении Чапаева в метрической книге Вознесенской церкви в Чебоксарах. Немногие знают, что настоящая фамилия Василия Ивановича была не Чапаев, а Чапаев. Чапаев. Именно так он подписывал документы, но фамилия героя, который должен был стать символом мужества для советского народа, поэтому в своем знаменитом романе Фурманов изменил одну букву. А когда на экраны вышел фильм, ставший
классикой советского кинематографа, даже детям легендарного комдива деликатно изменили фамилии.